Вы смотрите актуальное интервью на Якутия-24. Судебные приставы проведут акцию, направленную на погашение долгов по алиментам и приуроченную ко Дню защиты детей. В рамках акции пройдут мероприятия, направленные на побуждение должников по алиментам к погашению задолженности, правовое освещение граждан и привлечение внимания общественности к вопросам защиты прав детей. Подробнее об акции и в целом о деятельности судебных приставов в этой сфере мы поговорим сегодня с гостем студии Натальей Григорьевой, заместителем главного судебного пристава Управления ФССП по республике. Наталья Николаевна, здравствуйте. Спасибо, что выделили время и приехали к нам в студию. И хотелось бы начать наш разговор с вопроса об информации об акции «Судебные приставы детям». Здравствуйте. Ну, вообще, эта акция носит всероссийский характер. Она проводится у нас каждый год. И именно вот этот, так сказать, месячник, да, мы большую часть нашего времени посвящаем именно принудительному взысканию алиментов, да, взысканию денег, значит, на содержание детей. Вообще, в целом, у нас в службе в этом году на исполнении с начала года находится 7780 исполнительных документов о взыскании алиментов. Ну, большая часть, конечно, приходится на детей, до 98%. Чуть-чуть у нас есть на содержание детьми родителей и иных членов семьи. Там порядка 100 производств. Поэтому мы уже провели большой рейд силами службы. Там ходили не только судебные приставы, исполнители, в полномочия которых входят именно эти исполнительные производства, но и другие судебные приставы исполнителей, а также судебные приставы по ПДС, судебные приставы по розыску и сотрудники аппарата. Провели круглый стол, где разъясняли действующее законодательство, новые нормы закона, направленные на защиту именно этой категории наших взыскателей. И вот сейчас мы эту работу продолжаем и надеемся, что все-таки большая часть наших должников будет погашать образовавшуюся в том числе задолженность, которая связана с тем, что либо должник не работал, либо мы не известил судебного пристава о том, что у него есть доход, и мы не успели там, по каким-то причинам удержать алименты на содержание ребенка. А эта акция проходит уже не первый раз? Да, она проходит не первый год, это уже несколько лет. У нас такая акция приурочивается именно к празднику. Тогда у вас, может быть, есть какие-то данные по тому вопросу, что насколько действенна эта акция на сегодняшний момент по результатам прошлых годов? Ну вот да, вот если мы возьмем проведенный рейд на той неделе, да, то у нас уже, получается, мы обнаружили, ну, сходили, проверили больше 2000 адресов. Да? Мы взыскали определенную сумму денег, то есть зашли домой, наложили аресты на имущество тех должников, которые не оплачивали алименты, но зато у них есть имущество, на которое можно обратить взыскание. Произвели аресты, сейчас оно будет реализовываться, и за счет этого будут погашаться долги. А должники мужчины, женщины, и какой в основном возрастной ценз? Да, ну вот если проводить такую вот разбивку, да, по исполнительным документам, получается, что все-таки большая часть у нас должников мужчины, это где-то 96%. Из 7700 около 1054, грубо говоря, это женщины, должники тоже по алиментам, остальные все мужчины у нас. А если мы смотрим возрастную категорию, то большая половина, почти 4000 производств, это у нас должники возрастом от 30 до 40 лет. Есть у нас совсем молодые, это от 20 и младше, это 15 человек. Ну и возрастную категорию от 50 лет, их там 360. Вот получается средний возраст такой у нас. А вы назвали цифру в более чем 7500 дел, которые возбуждено на сегодняшний день. А какая часть из них на сегодняшний день уже окончена? Окончена. А вообще исполнительное производство данной категории оканчивается по разным основаниям. А у нас взыскатель может всегда отозвать исполнительный документ по своей собственной инициативе, если он по каким-то причинам считает, что пока он не нуждается в алиментах или он каким-то соглашением достиг. Поэтому вот категория такая есть. Есть у нас исполнительное производство оканчивается фактическим исполнением, когда ребенок уже достиг 18 лет, и мы прекратили. Все, рассчитался, так сказать. Еще мы оканчиваем, когда у должника установлено место работы, и у него нет задолженности. Вот таких у нас больше 2000. С начала года они не делают перерывов между платежами, они меняют место работы, мы узнаем, что у них поменялось место работы, и дальше продолжаем удерживать. Еще у нас есть категория должников, которые не работают постоянно, но при этом они как бы добросовестно пытаются платить. Они могут платить напрямую взыскателю, отдавать деньги, а могут судебному приставу, и мы через депозитный счет отдела переводим уже конечному получателю. Таких больше тоже 2000, там 2200. Еще у нас есть должники, которые погашают задолженность, но погашают алименты текущие, но все-таки задолженность еще не погашается. Таких порядка 900. И еще у нас есть 550 должников, которые частично погашают
ежемесячно что-то платят или там раз в 2 месяца, но при этом у них задолженность не погашается, образовавшаяся. Вот они все как бы платят по чуть-чуть, да? Вот. И есть у нас, конечно, злостные должники, которые не платят и накапливают задолженность. 326 у нас в розыске находится, это скрывающиеся должники. 140 должников мы привлекли уже к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. И 250 должников привлечены к административной ответственности пока. И если они в течение 2 месяцев после отбытия наказания административного не приступают к погашению задолженности, тогда им светит уголовная ответственность. А как быть, если должник скрывается? Каким образом находят его местонахождение? Ну, у нас есть судебные приставы по розыску, да, их задача вот как раз искать, и основная масса их заданий – это как раз вот розыск именно алименщиков, да, все-таки социально значимая категория, поэтому как мы их ищем? Ищем, конечно, по известным месту жительства. Ну, у нас бывает такой вариант, как дефект адреса, да, то есть адрес указан в исполнительном документе старый, это же длящееся производство, пока ребенок не достиг 18 лет, поэтому он может не проживать уже там, где когда-то жил. Значит, мы опрашиваем знакомых, соседей, родственников, иногда помогает взыскатель, да, который сохранил какие-то связи, может быть, информацию. Через социальные сети ищем должников, надеюсь, что. Так, потом ищем по всем возможным регистрационным и учетным данным, через МВД, через наличие недвижимости, машины, наличие прав. Кстати, у нас есть такие должники, у которых права есть, и мы им до погашения задолженности ограничили право пользования специальными правами, то есть на управление там, автотранспортом, водным транспортом, ну и воздушным транспортом, конечно. А по поводу нововведений и новшеств, сейчас очень популярны электронные базы данных, электронные системы отслеживания. Как вы как-то внедряете их в свою работу? Но вообще у нас служба давно этим занимается, да. Мы имеем электронный документооборот с большинством сегодня существующих органов, где есть какая-то информация. Банки, это счета, да, возможных ячейках, там, вкладах, да. Это органы ГИБДД, это Росреестр, это что еще у нас, налоговая. Все вот эти данные у нас аккумулируются с момента возбуждения исполнительного производства. Все, что подлежит учету и регистрации, мы имеем к этому доступ напрямую и получаем такую информацию. Но все-таки что вы делаете с человеком, если вы его находите? Ему грозит уголовная ответственность, но в каком проценте случаев именно применяется уголовная ответственность или все-таки ограничивается административным наказанием? Значит, если в течение 2 месяцев не платит, да, это уже административная ответственность подряд. Совсем ничего не погашает, даже частично хотя бы. А если когда привлекли к административной ответственности, еще опять продолжает не платить еще 2 месяца, да, то это уже можно привлекать к уголовной, если не будет погашать задолженность. А каким образом оказывается помощь по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей? Ну, такие исполнительные документы к нам поступают, да, но их не очень много. В прошлом году было 15 всего таких исполнительных документов, все они фактом окончены. Поэтому как они поступают? Они берутся все на особый контроль, потому что тоже социальная значимость таких производств не оспаривается. Поэтому вот пока у нас, по-моему, одно свеженькое поступило, да, и мы с ним отрабатываем. Нету наплыва массового такого, чтобы у нас было много судебных актов таких. А расскажите тогда, пожалуйста, поподробнее, как именно проводится акция. Вот есть должник, и какие меры по доносу до него информации определенной вы применяете? Это какие-то листовки, или вы делаете обходы, или вы с ними как-то еще на связи? Ну, обходы мы однозначно делаем, да. Потом у нас есть возможность работать со средствами массовой информации, где мы публикуем тех лиц, которых мы ищем, да, чтобы некоторые там, иногда говорят, что они даже не знали, что у них есть такая задолженность, да. На СТС у нас идет, судебные приставы разыскивают, да. Потом мы в местах массового скопления тоже присутствуем в виде либо судебного пристава с базой данных, либо путем развешивания тоже листовок, да, наших уведомлений, аэропристав проводится. Вообще одна из самых таких эффективных мер – это ограничение права выезда за пределы Российской Федерации. Ограничивается сумма задолженности по алиментам, если больше 10 тысяч накопилось, то мы уже ограничиваем. И снимается такое ограничение только после погашения долга. Таких у нас с начала года 31 должник, которые имели задолженность, не оплачивали ее, и только узнав, что они ограничены на выезд за пределы Российской Федерации, они оплатили свою задолженность в полном объеме и тогда уже смогли выехать там, на То есть отдых. их, грубо говоря, останавливали прямо в аэропорту? Да, их останавливали прямо в аэропорту, они, значит, погашали после этого и
уже дальше могли путешествовать. А расскажите тогда о ситуации, которая обстоит с должниками в районах и соотношение районов с Якутском. Ну, конечно, основная масса у нас исполнительных производств сосредоточена в городах. Допустим, если мы берем город Якутск, то там почти 3000 у нас здесь возбуждено исполнительных производств из 7, да, 7700. В Нелюнгре чуть больше 1000-1200 где-то. Алдан, Мирный там по 500-600. Вот Хангаласский район 200. Остальные районы до 200 исполнительных документов, а есть у нас такие, где совсем мало, вот, допустим, Усмайские, там всего 2 исполнительных производства по алиментам. Ну, таким образом. А расскажите тогда, пожалуйста, о подшефной деятельности управления ФССП по республике над республиканской специальной коррекционной школой-интернатом. Да, мы уже несколько лет уже оказываем такое шефство, да. Оно выражается в чем? Ну, конечно, мы поздравляем с праздниками новогодними, там, с 1 сентября, вот с 1 июня, там, оканчивают школу, когда, да, последний звонок. Еще у нас судебные приставы, у нас есть такие по УПДС, по обеспечению установленного порядка деятельности судов, да, они проводят уроки мужества там. Ознакомливают там, ну, с профессией, да, показывают приемы, самообороны, там, оружие. Ну, очень интересно для детей вот, пообщаться. Вот. Ну и они к нам в гости тоже приходят. А в эти дни будут какие-то подобные акции? Так, ну мы уже провели акцию, мы уже сходили к ним. И еще, наверное, сходим. А как сами дети реагируют на Ну, это все? Им первые- действительно они проявляют интерес? Да, им интересно, особенно когда это вот наши судебные приставы по УПДС приходят. Подарки тоже хорошо, но и такое вот общение живое, конечно, оно очень интересно. Хотелось бы еще под конец разговора уточнить, сколько по республике все-таки разыскных дел Разыскных дел. находится. Ну, где-то 326 разыскных дел, и вот у нас тут как раз есть новое в законодательстве. Если в течение года, значит, судебный пристав по розыску не находит должника, то есть никаких следов нету, что он где-то вот живет, общается, что-то покупает там, например, да, то это основание для того, чтобы признать его безвестно отсутствующим. И тогда ребенок будет получать пенсию по потере кормильца, да. Вот в прошлом году у нас 6 таких было. Да, признали должников безвестно отсутствие. В этом году 2. И еще 30 взыскателям мы отправили соответствующее уведомление. Они могут обратиться в суд по этому вопросу. Наталья Николаевна, и очень коротко, у вас есть возможность обратиться сейчас в прямом эфире к этим должникам и... Так, вот что я хочу сказать, да, деньги, которые вот взыскиваем мы с должников, это не деньги взыскателю. Взыскателем проходит второй родитель ребенка. Это деньги ребенку на его воспитание, содержание, отдых. Поэтому надо платить алименты. Наталья Николаевна, огромное спасибо за беседу. А я напомню, что у нас в гостях была Наталья Николаевна Григорьева, заместитель главного судебного пристава управления ФССП по республике. Поговорили мы сегодня насчет акции «Судебные приставы детям». Вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на Якутия 24.